Об итогах международного форума НКО «Магаз-2024» расскажет директор молодежного центра Дом молодежных организаций Заурбек Видзижев. Он сейчас в нашей студии. Заурбек Русланович, ассаламу алейкум. Приветствую вас в нашей студии. Международный форум НКО 2024, МАГАЗ-2024 завершился сегодня. 4 дня он проходил, были мастер-классы, презентации. Расскажите, как все прошло. Ну, смотрите, были мастер-классы по актуальным вопросам для общественных организаций, начиная от социального проектирования, как выиграть грант на свои идеи, до кибербезопасности для общественных организаций. Были приглашены ряд очень крутых экспертов из Москвы, международники, из иногородних государств, для того, чтобы ребята максимально получили ту информацию, которая им поможет в дальнейшем. По факту общественная организация – это для меня основной помощник для государства, который решает социально значимые проблемы. И мы хотели бы у нас собрать этих общественников, этих НКО, для того, чтобы не только они обучились, но и переняли опыт друг у друга. То есть есть очень крутые проекты, которые презентовали участники из Гаити, либо из Чада, которые очень можно воспроизвести в России. Есть проекты, которые презентовали наши ребята, которые уже хотят воспроизвести в других государствах. И плюс этому мастер-классы, вот даже сегодня была пленарная сессия по презентации проекта кибербезопасности. Плюс на самом форуме участники написали свои проекты с масштабированием либо на несколько регионов, либо на несколько стран. Они тоже были презентованы. Были также презентованы проекты по развитию внутреннего туризма в регионах и стран мира. Мы сейчас понимаем, что основной акцент России идет и развитие внутреннего туризма. Были ряд проектов по самим желаниям участников, которые они привезли из своих регионов. И плюс к этому нам очень сильно хотелось бы, чтобы наши ребята, наши НКО с Республики Ингушетия тоже приняли бы этот опыт. И я думаю, по итогам форума, вот у нас на данный момент до сих пор идет закрытие, и перед приходом к вам я задал ребятам, когда мне попросили сказать пару слов, я сказал, что они должны сами сказать, насколько им понравился наш форум, насколько им понравился Ингушетия. И мне понравилось, что ребята сказали, что мы приехали как участники, уезжаем как друзья. Мы друг другу стали друзьями, и вы для нас стали друзьями, и очень сильно благодарили нас за то, что мы в Ингушетии провели этот форум, создали такую площадку. Заурбек Русланович, из всего представленного, какие проекты вы бы взяли на вооружение у нас в республике? Но я думаю, наши Что участники... было для нас полезно? Но наши участники посмотрят эту программу, я уверен, в связи с тем, что до этого другие программы не смотрели, поэтому мне не хочется какие-то проекты выделять для того, чтобы не обижать других. Но в рамках данного форума мы подписали ряд соглашений о сотрудничестве между нашим центром и общественной организацией регионов, и сказали, что будем сотрудничать. Но основной, как я понял, аспект, который ребята хотели бы, создавали проекты и хотели бы сотрудничать, это межкультурный, межнациональный и межконфессиональный обмен. Почему? Потому что мы, ребят, в рамках нашего форума были не только мастер-классы, тренинги, но были экскурсии по башне Согласия, мемориальному комплексу. И ребята очень многое узнали об Ингушетии, которые они до этого не знали. И плюс мы, когда ребята презентовали свои проекты туристические, очень много узнали о других регионах, других странах. И мы поняли, что да, есть социальные сети, есть телевидение, благодаря которому мы узнаем друг о друга, но живое общение друг напротив друга, тогда, когда можно задавать любые вопросы, ты получаешь любые ответы, и ты уже что-то создаешь новое вместе, это необходимо. Поэтому такие проекты тоже были созданы. Я не хочу сгладить, поэтому не буду говорить, но надеюсь, тогда, когда эти проекты будут реализовываться, мы с вами еще раз встретимся и пообщаемся уже по факту про эти проекты. Обязательно. А какие впечатления были у участников форума от Ингушетии, в том числе вот участников форума, которые приехали из других стран? Впечатления были шикарные, в связи с тем, что после даже открытия форума, даже сегодня, ребята говорили, что настолько душевный, настолько близко для них форум еще не было. То есть они почувствовали ингушское гостеприимство? Они почувствовали ингушское гостеприимство, они почувствовали то, что их проблема – это наши проблемы. То есть нету мало того, они могли опоздать на обед. Грубо говоря, во многих форумах это очень сильный регламент. Нет, мы им накормим, мы их напоим. Мы сами голодные останемся, но они будут сытые. Им понравилось в том, что мы встречали их как не просто участников форума для галочки, а именно как наших гостей.
во всем понятии смысла этого слова, который именно мы, кавказцы, ингуши, вкладываем в него. И ребята, очень многие участники говорили: Зорбек, можешь дать нам свой номер телефона в связи с тем, что я хочу приехать к вам с семьей. Все, для меня это уже показатель. Или просто говорят: ну, назови мне дату, когда вы приедете к нам. Приезжай, у меня есть квартира, у меня есть дом, у меня есть это, на море, горы, все это. И ты понимаешь в том, что благодаря этому форуму у Ингушетии появилось плюс 100 друзей в различных странах мира. И благодаря этому я понимаю, то, что мы хотели, мы уже сделали. Мы именно в это вкладывали, показать Ингушетию, презентовать Ингушетию. И мы, я думаю, я и моя команда выполнила это на 100%. Касаемо уровня и организации форума, все-таки 4-й раз мы проводим, у нас уже есть опыт в проведении таких? У нас есть опыт, у нас есть уже очень хороший опыт проведения данных проектов международного уровня, в связи с тем, что по факту, что участники, что люди со стороны никогда не узнают, что было внутри, насколько оргкомитет не ночевал, не высыпался. Для нас в эти 4 дня стала норма спать 2 часа. Мы себя к этому привыкли. Но вопросы логистики, организации, досуг, образовательный, работа с экспертами, создание площадок, все это было сделано на очень высоком уровне. Но также хотелось бы отметить, что это было бы невозможно без наших партнеров, которые нам оказали содействие. При этом отдельно хотелось бы выделить мецената Микела Гуцериева, который нам предоставил площадки Академии цифрового развития. То есть все ребята были настолько сильно удивлены данной площадкой образовательной, что по факту вся техническая аппаратура была использована, была воссоздана, она работала, и это очень сильно упростило нашу работу. Ну и такие же вот вопросы, аспекты, которые помогали нам работать. Я думаю, благодаря этому мы и провели форум на очень высоком уровне. Зорбек Русланович, какие планы, что нас еще ждет? Мы уже рассматриваем с самими участниками проведения форума в следующем году, но у этого форума есть одна особенность. Каждый раз это новый аспект. Первый форум МАГАЗ — это был форум молодых парламентариев, потом был форум экологов, потом был форум НКО, мы его опять воссоздали после двухлетнего перерыва. И в следующем году мы будем рассматривать до проведения форума нового формата, и, возможно, это будет в связи с новыми посылами, зовами, форум для IT-НКОшников. То есть общественная организация, которая работает в сфере IT-технологий. И мы хотим сделать, чтобы по факту наша Ингушетия, наш город Магаз стал молодежным центром общественных организаций стран мира. Если просто посчитать, за 4 года у нас побывали представители более 70 стран мира, общественные организации, с ряд которыми мы до сих пор сотрудничаем и работаем. То есть, если не считать, грубо говоря, Австралию, у нас побывали представители общественных организаций всех континентов. И мы сделаем так, чтобы все-таки все континенты мы обхватили. Желаю вам удачи в этом. Спасибо. Благодарю вас за интервью. Yeah,